Олимпиада, пусть и кавказская, должна соответствовать своему названию, решили здесь, и поэтому к организации подошли основательно. В новом облике стадион имени Султана Белимханова предстанет перед зрителями уже 6 числа. Такого масштаба реконструкции спорткомплекс претерпевает в своей истории во второй раз. Второе рождение некогда главного стадиона Терека состоялось спустя 6 лет. Новое и оформление, и освещение, и 2 огромных экрана, на которых зрители смогут увидеть яркие повторы самых интересных моментов состязаний. Стадион уже готов. Сейчас идет монтаж помостов и площадка для торжественного открытия. 6 числа у нас день заезда команд. Будет мандатка, взвешивание борцов, армрестлеров, мандатная комиссия, жеребьевка. Чтобы занять командное первое место, надо победить или быть призером во всех 12 дисциплинах. То есть нет такого, здесь мы проиграем, а здесь займем первое место. Надо во всех видах бороться. Право принять 5-й по счету фестиваль культуры и спорта народов Кавказа республика получила благодаря прошлогодней победе наших спортсменов. В Пятигорске чеченская команда в упорной борьбе с минимальным преимуществом завоевала 1-е место. Второй по значимости стадион республики примет на своем поле все 12 дисциплин. Единственные матчи по мини-футболу пройдут в Академии Рамзан. Хотя в этом случае финальная игра пройдет на Белимханова. Адам Китляев, тренер сборной республики сразу по 3 дисциплинам и заслуженный тренер Чечни по тяжелой атлетике, рассказывает, что глава региона и Министерство спорта оказывают команде всю возможную помощь. Команда, наша общая спортивная команда к этому 5-му фестивалю Кавказской игры готова как никогда. Мы 3 месяца находились на тренировочной базе спортивном. И в данный момент по всем дисциплинам мы закрыли вопросы и определились первые номера, которые будут выступать именно 7 числа сентября в финале Кавказской игры. На мой взгляд, все дисциплины у нас идут отлично. А вот здесь уже идет другая подготовка. На площади в центре Грозного в рамках культурной программы участники фестиваля развернут свои национальные подворья. Лучшие коллективы и народные умельцы из всех регионов участников продемонстрируют свое мастерство. Также можно будет попробовать и национальные блюда. Достойно организовать фестиваль, конечно, важно, однако не менее приоритетно и достойное выступление в родных стенах. Для этого спортсмены упорно тренируются уже почти год. Висхан Мукуев выступал в составе сборной на 2 предыдущих фестивалях. Домашние игры несут с собой больше ответственности и требуют большей отдачи. Готовится Дигрина, Минспорту, Дикходин, Томасу, готовится уже пикте набрать на инстаграм, первый месяц, догадываю, дальше. Всего в стане чеченской сборной выступит 37 спортсменов. От прошлогоднего состава коллектив отличается примерно на 30%. Команда прошла усиленные сборы и жесткий отбор состава. В сборной хозяев фестиваля выступит и единственная девушка. Аваза Цукаева принимала участие во всех 4 предыдущих играх. В этом году лучница настроена на победу. Я очень хочу занять, учитывая, что у меня будет привилегия, я буду на своем поле. Вот. Готовились усердно. Почти каждый день. Соперница Аваза Цукаева из Карачаева-Черкесии готовится к фестивалю не менее усердно. Опыта у Юли больше, чем у чеченской лучницы. 5-е для себя игры спортсменка, несмотря на выездной формат, настроена выиграть. Не сидят без подготовок, конечно, и другие члены сборной. Главное, хоть и участие, но и победить. Задача далеко не второстепенная. Рассчитываю только на первое место. И подготовились все команды так, что рассчитываемся только медали. Золото привезти. Всего в Грозный на 5-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа прибудут 7 команд. У каждой свой подход и свои амбиции. Кто в итоге окажется сильнейшим, определит уже сам фестиваль, но и судьи, которые так же, как и спортсмены, готовятся к соревнованиям. Мовсар Сулейманов и сам спортсмен, однако на играх он будет следить за тем, чтобы все проходило в честной борьбе. От каждого региона есть представитель в суде. Допустим, в одном виде поднятия тяжести 7 человек судят от каждого региона. Нам дали указание, чтобы судейская бригада была честной, все судили честному, и пусть, как сказать, победит сильнейший. Кульминационный момент настанет менее чем через 3 суток. Увидеть организацию и оценить, насколько готова команда хозяев и их соперники, зрители смогут уже в эти выходные. Однако фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа – это в первую очередь праздник дружбы и мира в многонациональном федеральном округе. И самое главное для хозяев – по-кавказски встретить гостей и достойно провести игры. Хамзат Аюбов, Амир Тагаев, Луиза Юнусова. Новости.